Студенты ГТО! Всероссийская школа-семинар «Развитие спорта в студенческой среде. Комплекс ГТО» собрала в САФУ студентов и участников движений «Готов к труду и обороне» из Архангельской области, Москвы, Пскова, Петрозаводска и Якутска. Это очередной этап всероссийского молодежного проекта «Студенты ГТО». Стоит задача как можно больше привлечь людей в спорт, здоровую жизнь, создать здоровое спортивное общество, в кавычках скажу, спортивную нацию. Работа школы началась с вебинара, посвященного внедрению комплекса ГТО в образовательных учреждениях. К нему дистанционно присоединились районы области. Пилотный проект по тестовой сдаче ГТО был запущен в прошлом году. В нем приняли участие студенты Северного Арктического университета. Всего 12 регионов были пилотными точками, в которые в том числе входила Архангельская область. Сегодня уже речь идет о повсеместном внедрении, хотя все равно еще в таком достаточно пилотном режиме. По мнению организаторов движения, образовательным организациям здесь отводится не только транслирующая, но и просветительская роль. Поэтому сегодня на базе Арктического федерального вуза создается региональный центр тестирования ГТО, который областное правительство оснащает спортивным оборудованием. Во втором полугодии 2016-го он начнет свою работу. В Северо-Восточном федеральном университете такой центр уже активно функционирует с начала года. У нас в городе 15-25 марта проходил фестиваль ГТО, приуроченный 80-летию образования ГТО. И у нас там в декаде сдали выпускники школ, которые поступают еще на высшем учебном заведении. И у них сдало более 1000 выпускников по всей республике Саха-Якутия и более 489 знаков получили. Помимо лекционной части, для участников была организована и спортивная программа. Перед тестовой сдачей норм ГТО студенты вышли на разминку с чемпионом, которую провела выпускница САФУ Александра Иванова, заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу, мастер спорта по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Для девочек очень полезно. У них и так-то жизнь. В жизни, скорее всего, спорта мало. То есть обычно это лень делать. А здесь мероприятие такое, когда ты можешь взять, выйти вместе со всеми, большой группой, командой. И, может быть, это даже вдохновит этих ребят, чтобы ходить в спортзал. Давай! Ну что ж, сколько зафиксировано раз? Это значит что? Отлично. Отлично. Многие мальчики могут позавидовать. Сдавали нормативы по нескольким направлениям. Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, а также наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. А в руках находится, в общем, информационный лист участника, по которому тут написаны нормы, и нужно их выполнять в таком-то порядке. Я выполнил, в общем, норматив номер 4, наклон вперед из положения стоя. У меня норматив 19 сантиметров, как бы нормально все это. И, в общем, еще я выполнил прыжок в длину с места. Результатом 250. Одними из первых значки «Я готов» образца САФУ получили профессиональные спортсмены. Все, готовы. Я всю жизнь как-то в спорте, я на данный момент преподаватель по физической культуре. Я пришла сюда с ребятами со своими, они тоже меня сдают. Не знаю, как-то живу в этом, мне нравится. Учусь в Институте физической культуры, спорта и туризма, это необходимо. Спорт каждый день, каждая пара – это спорт, поэтому без спорта никуда. И даже случайные прохожие заинтересованно останавливались и наблюдали за происходящим, хотя о нормах ГТО впервые услышали от нас. Что-то надо готовиться, сказали, слушал я. Не знаю, честно говоря. Когда будет время, занимаемся, турнейки, гантели такой занимаемся иногда. Когда будет время. Алексей Макеев, Петр Меньшиков, медиа-центр САФУ «Арктический мост».